Еще один вопрос, который так или иначе задевает некоторых жителей республики, это пополнение республиканского фонда капитального ремонта многоквартирных домов. Не секрет, что многие жильцы не торопятся платить взносы. Есть что сказать таким людям? Ну, из области того, что мы не можем платить. Во-первых, там копейки. Это просто, мне кажется, те, кто этим занимается, не вложили в голову этим жильцам дома непосредственно. Вот мы сейчас строим много домов многоквартирных. Мы недавно, я председателя парламента просил, чтобы он лично сам выехал с жителями, пообщался сиротского так называемого дома. Они что думают, что кто-то, дядя, придет, будет постоянно эти лампочки менять, подъезды ремонтировать? Это их дом, это их крепость. Они должны вкладывать деньги, но здесь, естественно, они должны видеть, куда эти деньги идут. Для этого есть ТСЖ, который это контролирует. Но если этого не делают и деньги не хотят сдавать, то происходят другие вещи. Подвал, двери открыты, освещения нет, домофона нет, этого нет, краски нет, что покрасить. А кто это будет делать? Это должны сами жильцы делать, согласно тому, что новым законам и правилам игры. Поэтому здесь я просил бы жильцов самим собираться и определять там. Там есть не такая большая сумма в месяц, там, я не помню, там цифры там 100 рублей или 200 рублей, там сколько должно складываться. Ну, тогда давайте так, посчитайте, сколько квартир в этом доме, сколько у вас фонд накапливается. И вот если бы жильцы мне сказали, что вот у нас там месяц там 1,5, 2 или 5 тысяч рублей, в год там 50 тысяч рублей, и эти деньги нам непонятно куда они ушли. Да, я жестко вмешаюсь в процесс. Сегодня никто не запрещает лично контролировать эти деньги. И совет жильцов должен определять, куда эти деньги должны пойти.